Привет, друзья! Это Кирилл Шутин, я активист и журналист, а также я иду кандидатом на выборы, которые у нас состоятся 13 сентября во Владимирский горсовет. И я буду рассказывать все это время о своей избирательной кампании, а также о том, как будет работать проект «Объединенные демократы», который является координатором во Владимирской области. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на агитацию, которая сейчас идет по всему городу. На ней люди без партийной принадлежности рассказывают о своих достижениях и успехах. Эта агитация не оплачивается с чего-либо избирательного счета, как требует закон. Эти кандидаты потом пойдут от партии «Единая Россия». Вопрос, почему им нужно сейчас себя не брендировать. Ну, во-первых, это связано с негативом, который сейчас у людей есть в отношении партии «Единая Россия». И, конечно же, более удобно выдвинуться человеку в качестве независимого кандидата, а потом уже нацепить на себя все регалии. Таким образом, они представляются как общественники, либо какие-то бизнесмены, деятели, которые хотят что-то сделать нашему городу. На самом деле все не так. Они все делают, как всегда, за наши бюджетные деньги, и даже не они делают, это делаем мы, потому что все, что как бы ими сделано, оно сделано администрацией, на самом деле, с наших налогов. Мы сами делаем, они берут на себя всю славу и говорят: голосуйте за них. Многие из них уже являются депутатами действующими. Тут на самом деле вопрос в том, что почему они целый год молчали, сидели, ничего не говорили, а теперь решили как-то себе заявить. Ну, потому что сейчас выборы, им нужны ваши голоса. Они хотят в очередной раз победить не только мухляжом, но и чтобы за них проголосовали какие-то реальные люди, которых на самом деле сейчас становится все меньше и меньше. И они обязаны работать на электорат, как-то переубеждать. А с брендом «Единая Россия» это сделать все сложнее и сложнее. А вторая причина – это избирательный счет, потому что на ту агитацию, которая сейчас завален город, потрачено немало средств. Эти средства идут не пойми откуда, потому что на заказчика на ней и на того, кто платил, не указано. Есть только на типографии, которая произвела данную печать. Дело в том, что избирательные счета, они лимитированные. Сумма, которую кандидат может потратить на свою агитацию, на разные другие вещи, с ней связанные, она очень ограничена. А «Единая Россия» опять хочет немножко смухлевать и жульничать. И поэтому они запустили ее не раньше срока, потому что, кстати, избирательная кампания уже началась, а раньше своей конференции. Но, тем не менее, мы все отлично знаем, что эти люди идут от партии «Единая Россия», потому что они уже проводили свой так называемый праймериз, это внутрипартийное голосование, на котором они уже обозначили и давно опубликовали вот этих самых людей, которые сейчас идут как общественники и тому подобные люди. Это не совсем честно. Правоохранительные органы, само собой, на это будут закрывать глаза. Даже могу вспомнить ситуацию, потому что, помните, когда проходила кампания президентская, был такой кандидат Алексей Навальный, которого так и не допустили до выборов. И вот, у нас в Владимире расклейщики его не агитации, а именно информирования, потому что тогда даже не шел избирательный период, расклеивали листовки по всему городу. И вот полиция прямо шла за ними по пятам, она их ловила, их судили и давали штраф. И это невзирая на то, что избирательный закон тогда не действовал в межвыборный период, и их не могли за это судить, потому что Навальный как не был, так и не стал потом кандидатом. Но правоохранительные органы, как и судебная система, у нас очень избирательны. Поэтому, друзья, сейчас очень важно не допустить членов партии власти сесть на свои удобные места в горсовете, где они будут решать свои бизнес-интересы, но не будут решать интересы граждан. Что они должны делать, потому что именно люди за них голосуют и отдают свои голоса. Отдайте голоса тем, кто на самом деле будет вашим представителем.